Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у нашій студії ми вітаємо Андрія Бубєєва, так? Російського політв'язня. Доброго вечора, Андрію. Добрий вечір. І сьогодні ми будемо говорити про те, як в Росії саджають чи надсилають у в'язницю за репост, так? За репост у соціальних мережах, а саме у соціальній мережі ВКонтакті, яка на даному етапі є заблокована в Україні. Андрей, давайте расскажите свою историю немного, так? Вы сами из Твери. Так, и что с вами случилось, то есть, чтобы наши телезрители понимали, они знают, слышат о тех вещах, что сейчас происходит в России, но вы лично с ними столкнулись. Так, я не был ни политическим активистом, ни блогером, как иногда меня журналисты представляют. Я инженер-механик, инженер-электрик. Единственное, что я был активным, как говорится, пользователем интернета, то есть с компьютером я там больше 20 лет. Мы говорим о каком годе? Это 2010, 12, 13, 14 год. Вот, когда интернет уже получил достаточное распространение, собственно, я в нем плотно находился. Вот мы о вас сделали такую небольшую справку, чтобы люди, наши телезрители, понимали, кто вы такой и о чем сейчас будете говорить. Давайте посмотрим. Андрій Бубєєв, російський політв'язень, інженер, 42 роки. За репост статті Бориса Стомахіна «Крим – це Україна» та зображення плакату Антона Мирзіна «Вичав із себе Росію» 27 квітня 2015 року було відкрито кримінальну справу за публічний заклик до екстремізму та сепаратизму. Заарештований 24 травня 2015-го. Рік і 3 місяці тривало слідство у кримінальних справах, під час якого Бубєєв перебував у СІЗО. Загалом Андрій відсидів 2 роки і 3 місяці. Вийшов на свободу 23 серпня 2017-го, має українське громадянство, переїхав з родиною до Києва. Андрей, вот мы сделали такую небольшую справку, мы это называем. Все так, правильно. Да, справку о вас. Вы были простым инженером, да? Вы интересовались политикой вообще? Да, интересовался. Ну, как говорится, я интересовался всем тем, что происходит, то, что может влиять на, в том числе и мою жизнь. Вот, поэтому был активным, говорится, пользователем интернета, в том числе активным пользователем соцсети ВКонтакте. Вот, когда начались события, ну, для меня вот особо ярко все началось, когда начались события на Майдане. Вот, каждый день смотрел прямые эфиры, переживал, скажем так, вот. Русского телевидения, так? Интернета. Интернета. Вы смотрели украинские новости, так? Скажем так, видеоролики в Ютубе, в том же ВКонтакте, то есть чисто в интернете. То есть телевизор у нас по идейным соображениям в доме нет больше 10 лет. То есть вы смотрели паблики ВКонтакте и русские, и украинские, так? Все какие находили, потому что... Вы хотели понимать, что здесь происходит? Именно, то есть это не информационные какие-то там новостные агентства, а вот чистый видеоряд, потому что комментаторы могут своим комментарием вывернуть картинку так или иначе для понимания зрителя. Мне нужен был просто видеоряд. Вот, смотря, что происходит своими глазами, собственно, я делал для себя определенные выводы, что там и как там. И при этом на моих глазах развернулся просто шквал пропаганды российской, говорится, которая выворачивала все с точностью да наоборот, наизнанку. То есть мало того, что просто перевирали ситуацию. Вот. И меня это просто возмущало. Меня возмущало, когда, собственно, людям врут и, собственно, мне врут. Потому что, получается, нас просто не уважают, нас держат за каких-то там болванов. Вот. О чем я старался, говорится, делать какие-то комментарии, писал люди, говорят, ну не так же. Вы жили в Твери, все правильно? Да, все правильно в Твери. Вот. Тверь – это провинциальный город, ну, областной. Вот. Он от Москвы недалеко, но тем не менее, скажем, это обычная провинция. Вот. Ничем не отличается там, от Рязани, от какого-то там, ну, любого другого города областного. Вот. Ну и вот, собственно, апофеоз, то есть политика российская дошла до того, что, собственно, сейчас, ну, идет дорога 1937 года. То есть, с одной стороны, пропаганда, которая забивает собой все, а с другой стороны, ну, скажем так, у них даже есть сейчас целая служба, ну, по-другому не назовешь, киберстукачей, называется кибердружина, которая это на добровольных, а может быть, не на добровольных. Добровольных стукачей, так? Да, а может быть, они и на зарплате, я тут, кажется, не выяснял. Это, собственно, люди, которые, причем молодые ребята, которые, как говорится, ладно, там какие-то, ну, вот, пенсионеры, там, как говорят, ушибленные Советским Союзом.
Вот, это молодые ребята, которые идейно, скажем так, вот, выискивают всех, кто не согласен с политикой партии, и, собственно, отправляют заявки в правоохранительные так называемые органы. А вот когда вы смотрели вот позиции по Евромайдане, вы смотрели вот то, что началось в Украине, Крым, Абсолютно. Восток, вы занимали какую позицию? Нейтральную? Нет, для меня однозначно, скажем так, было видно, кто прав. То есть сначала это Майдан, понятно было, что там все происходит, а потом, когда просто оккупировали Крым, я так и писал, ну, собственно, за что меня, говорится, и засунули в концлагерь российский. И это за правду, за то, что я называл вещи своими именами. Потому что это оккупация, вот, или аннексия. Вот, на что патриоты с пеной утром мне говорят, что я враг, вот, да ты против России. Я говорю, ребята, есть... Это в пабликах, да? Да, конечно. Там, где вы общались. Да, это не какая-то группа, то есть у меня не было никакой ни группы, ничего. Просто вот, когда эти события начинают там трактовать с точностью да наоборот, я говорю, ребята, есть политические термины, есть вещи, называются своими именами. То есть это аннексия, это оккупация, скажем так, вот, и никак по-другому. Вот, и из-за этого, собственно, я стал врагом народа. Именно буквально не только у властей, а и у большинства жителей России. То есть там вот именно так. Как вам пришли? И кто пришел, так? Вот мы показали, за что выдавили себя Россию, да, вы перепостили, и также вы перепостили Крым, это Украина, это уже 15-й год. Так, Да? Вот за эти две вещи вам инкриминировали. Кто к вам пришел и когда? И за чьей наводкой? Это были кибердружинники, так как вы назвали? Скорее всего, потому что точно имен я, конечно, не знаю, но, конечно, формально вот эти два материала, это были, скажем так, ну, формально к чему зацепиться. В реальности, говорится, меня арестовали просто за позицию, которая не совпадала с официальной пропагандой. Она не просто не совпадала, я доходчиво, буквально на пальцах людям объяснял, что все не так. То есть, и получается, видать, настолько доходчиво объяснял, что они посчитали меня опасным. Они посчитали, что вот такой человек не должен говорить, собственно, эти вещи. Вот, не какими-то большими, так, крупными текстами, а просто вот на пальцах обычным, как говорится, понятным языком. Как это происходило? Да? Вот если мы вернемся в 15-й год, к вам выслали какой-то документ, явиться? Ничего, скажем так, меня сразу пытались, как говорится, взять, и в тот момент, я, говорится, у меня работа была связана с разъездами, вот, хотели меня как бы арестовать сразу, не арестовали, вот, потом и объявили меня в розыск. Вот. Объявили меня в розыск, собственно, я, конечно, не пошел сразу сдаваться. Вы знали, что вы в розыске, да? Я знал, что я в розыске, скажем так, вот. Сначала я искренне не понимал, за что, потому что, ну, когда человек сделал что-то реально такое, какое-то преступление, ну, он знает, что, а я не понимал, что происходит. Я никогда не мог подумать, что мои какие-то там посты, моя там писанина пишет, мало ли кто чего пишет в интернете, там, на интернет, что это кому-то, я был искренне удивлен. Что настолько, как говорится, я понимал, что все плохо, но что настолько плохо, даже я не мог представить себе, что вот мы докатились до такого. Вот. И потом, да, собственно, через третьи руки я узнал, что меня ищут именно по 282 статье. Это вот экстремизм, возбуждение ненависти, там, вражды. Вот. Сейчас в России говорить правду – это экстремизм. Вот. Называть вещи своими именами – это экстремизм. То есть, в том числе за то, что, я говорю, ребята, вот ситуация с Крымом. В Конституции Российской Федерации написано четко, что все договоры, которые Россия подписала, она их соблюдает. И если международный договор противоречит внутренним законам России, то применяется международный договор. То есть прямое нарушение Конституции. Я говорю, ребята, вы нарушаете свою Конституцию. Этого нельзя было говорить, потому что это разрушает всю пропаганду. Вот процесс длился более года, так? Вот да. Вас старались выбить какое-то признание? Ну, собственно, Чтобы вы признали, что да, я экстремист. У меня было два дела, скажем так. У меня было два дела. По сути, у меня была 282 статья и 280 статья. 282 это с чего все началось, это экстремизм, а 280 там прим, по-моему, 1, это призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. То есть человек, который... То есть это уже вопрос Крыма, да? Да. То есть получается то, что человек, как говорится, не согласен с тем, что, говорится, Крым вот так вот, как говорится, просто захвачен, это призывает к нарушению целостности России. Не Украины, а России. Вот. Ну, то есть, похоже, тот, кто это все дело начинал, наверное, подумал, что мало, говорится, мало дали, надо добавить. Вот. И если первое дело вел Следственный комитет, то второе дело вело ФСБ. То есть вот 280 статья, она, собственно, в юрисдикции ФСБ.
То есть они поделили работу за одни и те же материалы, хотя это противоречит даже Конституции и здравому смыслу. Вот. Они, одни, говорится, нашли свой состав преступления и дали мне срок, вторые нашли свой, дали тоже срок и сложили их. То есть противоречит даже, говорится, просто юриспруденции, здравому смыслу. Вот. Ну, там нету, как говорится, юриспруденции, там, как говорят, революционная необходимость. Вас засудили, так? Ну, конечно. Более 2 лет вам дали. 2 года 3 месяца. Колония поселения, так? Не совсем. Скажем так, вернее так, дали колонию поселения, вот, но с половиной срока, даже меньше, перережимили на колонию общего режима. То есть из этих 2 года 3 месяца, значит, год и 3 месяца я отбыл в СИЗО. Это, по сути, крытый режим, это, ну, бетонный склеп, скажем так. Вот. 4 месяца в колонии поселения и оставшиеся, по-моему, там месяцев 7 или 6, это колония общего режима. То есть из меня сделали нарушителя. Ну, как говорится, если надо, то значит надо. Вот. А вот ваши друзья как отнеслись к этому всему? Осудили, поддержали? Скажем так, те люди, с кем я общался, говорится, вот, но они достаточно аполитичные люди, поэтому мы с ними так пересекались по интересам, как бы, а с политикой не связанных. Вот. Ну, многие не поняли, скажем так, вот. Многие там удивлялись, что вообще для многих тоже было открытие, что неужели за это, говорится, собственно, осуждают. И открытием было даже те люди, с кем я пребывал в заключении, они искренне в этом удивлялись. Говорят, да не может быть. Говорят, ну, понятно, там украл, там что-то убил, что-то там еще сделал. А тут 2 клика мышки, и ты в тюрьме? Я говорю, да, вот мы так живем теперь. Ой, искренне удивлялись. То есть еще даже не все понимают, в какой реальности они живут в России. Вот вы в начале нашего разговора вы сказали, что телевизор вы принципиально не смотрите, да, вы информацию старались брать из интернета. Я во время аннексии Крыма был на полуострове, да, это 2014 год, я разговаривал много с иностранными журналистами, и они всегда меня спрашивали одну вещь. Когда видели эту всю ситуацию, когда разговаривали с крымчанами, они говорили, да, телевизор это мощное оружие воздействия, так? Но они всегда спрашивали, но есть же интернет. Люди знают, люди могут прочитать, они могут найти информацию, даже критическую, которая их интересует. Почему, на ваше мнение, люди ее не искали и не ищут так, как вы? Они все прекрасно знают и все понимают. Там ситуация такая, опять-таки, лично, сугубо мое личное мнение, но оно мне не на пустом месте. Собственно, я не про крымчан, а про россиян в общем. Они все прекрасно знают. Это уже такая психология, скажем так. То есть это называется... Что вы имеете в виду, они все прекрасно знают? Они знают, скажем так, что это оккупация, они знают, чьи войска воюют с этим самым, хотя искренне никогда не признаются. Это, как я вижу лично мое видение ситуации, это имперский реваншизм. Это имперский реваншизм, ну, скажем так, сложное просто с беспринципностью. Вот. Это вот какое-то вот это наследие вот этого, я не знаю даже чего там, Советского Союза или еще чего-то. Вот. Ну, такая психология вот этого дворового, ну, вот, я уж, чтобы не жаргоном не говорить, гопничество, вот, по-другому не скажешь. Вот. Да, типа это сначала отрицать все, потом... Вот мы русские, да? Вот, вот да, такое, да, да? Мы это можем, типа, как говорится, а что, говорится, хотим и можем, скажем, то есть вот, берем и делаем, вот, и что, и кто нам указ? То есть они все прекрасно, то есть не то, что они что-то не знают, все они прекрасно знают. Это вот это лицемерие. То есть, вот, причем это самое страшное, я говорю, я раньше думал, что вот мои, говорится, взгляды такие, ну, оппозиционные, как они рождались. Сначала я думал, что выборы подтасовывают, что там, говорится, там, ну, там, за Путина там что-то подбрасывают. Пообщавшись поплотнее с людьми, они это искренне выбирают. Самое страшное, что россияне все... Вы голосовали за Владимира Путина? Я не голосовал ни разу, скажем так. Я даже не голосовал за Бориса Ельцина, хотя тогда еще первый... Но на выборы вы ходили? Ходил. Ну, когда была альтернатива Ельцину, был там Лебедь был, вроде казался там, вот. Когда убрали пункт против всех, я перестал ходить, потому что, собственно, а когда он был, я, как говорится, я голосовал. Хорошо, вот вы говорите, люди в России все понимают, Да. так? Вот когда
я всегда буду приводить пример Крыма. Так, когда я там был, много людей приводили экономический аргумент. Так, вот в России живут богаче и лучше, чем в Украине. Так, и вот на этом как бы базировалось все. Большинство ответов, когда спрашивали, почему кто-то хочет там под Россию, то много говорили, вот мы возвращаемся теоретически на родину. Это люди, которые были пророссийскими. Я хочу спросить, все ли так хорошо сейчас экономически в России, так? Вот вы можете сравнить Украина и Россия. Скажем так, там достаточно грустно, и я могу сказать так. Нет, сейчас, если брать вот совсем по уровню жизни, чуть-чуть повыше только за счет того, что страна живет за счет природных ресурсов. Потому что, опять-таки, один из моих аргументов, в том числе в сети, когда говорят, что вот, мы встали с колен. Я говорю, ребята, вот на примере той же Твери, те торгово-развлекательные центры, которые сейчас вот, эти центры, даже при Ельцине еще были фабриками, они что-то шили еще. При Ельцине хотя бы что-то делали. Типа, вот мы при Путине встали с колен. Ребята, а что страна производит? Я говорю, оглянитесь вокруг себя и посмотрите, чем вы пользуетесь из того, что сделано в России, и что в руки взять не противно. И вот тут начинается ступор. Страна ничего не производит, страна сидит на природных ресурсах, просто проедает то, что досталось, как говорится, от природы. Вот и все величие. Вот. А что касается, ну, опять-таки, лично мое мнение, крымчан, которые хотели в Россию, что там богаче, почему не захотели в Америку, там еще богаче? Вот если так подумать. Лично я вижу в этой всей ситуации, в том числе с Крымом, говорится, и вот с той войной, что развязала Россия, это именно имперский реваншизм, это какие-то комплексы неполноценности за потерянную империю. То есть в 90-м году, значит, Советский Союз развалился, а Америка не развалилась. И вот власти, говорится, очень хорошо подыграв на этой теме, они вот это раздули. Ну, то же самое, собственно, что сделал Гитлер в свое время. То есть за проигранную, говорится, Первую мировую, он типа, давайте возьмем реванш, давайте возьмем свое, давайте всем покажем. Они идут четко по этой дороге, абсолютно. Вот когда вы сидели, так, вы были политически, да, это политическая статья, но вы же сидели с людьми, которые в тюрьме были с каких-то там по криминалу, так? Конечно. Вот как они вас воспринимали политического? Ну, воспринимали вообще как казус первый, говорит, что вообще сажают за это. Вот для них, причем более того, удивлялись не только те, с кем я, собственно, отбывал, но и сами сотрудники. Вот, когда очень многие, они что же этого все не знают, начинают выяснять, а за что это за статья такая? Начинаешь им рассказывать, да ну, это сами, говорится, полиция. Вот, когда я им говорю, что вот перепостил материалы, и они такие искренне задумаются, говорят, надо свою страничку посмотреть, может, у меня тоже что-то там лежит. То есть они даже не представляют, собственно, в каком государстве они сейчас живут. Вот. Это вот говорится, та ситуация, как после 1937 года, это колесо, которое перемалывало сначала тех, кто против Советского Союза, а потом начало перемалывать тех, кто его активно Но строил. более 80% поддержки россиян у Путина было, так, в лучшее время, да? Я думаю, что... Или вы не верите в это? Я как раз-таки в том-то и дело. Самое страшное, самое, говорится, грустное, что так оно и есть, а может быть даже и больше. Вот говорю, раньше я думал, что подтасовывает. Они эту власть искренне выбирают, они ее, говорится, поддерживают, и они готовы, реально готовы пойти, вот когда говоришь, вот Америка враг, они готовы развязать войну за, собственно, опять-таки, не за Путина, ничего, за свои, говорится, вот какие-то комплексы, как я это вижу. То есть за комплекс вот этого реваншизма, за утерянную империю, и по принципу, что мы живем плохо, пусть и все живут плохо, устроим войну. Ну вот я вот это увидел, просто в обычных людях. Почему после отсидки, так, я это так назову, вы решили уехать из России в Украину? Первый день, когда я освободился, начался с того, что нас опять задержали. Вот. Мы гуляли, значит, по Твери с журналистами, потом мы их провожали с семьей, то есть я, супруга и 2 журналиста. Русские журналисты были, да? Удивитесь, украинские. Украинские, да? Это ребята, которые, скажем так, вот познакомились с моей супругой, и вот, собственно, они приезжали. Я, честно говоря, сейчас запомнил какой канал, поэтому... Вот. Мы их провожали на железнодорожном вокзале, вот. Ну и там сумки, у них там эти аппаратура, все. Вот. Но похоже было дело не в сумках, а в том, что некоторые сотрудников, которые там патрулировали, они меня узнали. Потому что для Твери политическое дело, по-моему, мое было одно из первых такое громкое. Вот, а может быть, наверное, вот настолько такое единственное пока. Вот, меня узнали, нас, как говорится, тут окружили, приехали, у нас забрали у всех документы и долго решали, что с нами делать. Они там звонили куда-то наверх в управление, то есть, ну, не знали, к чему прицепиться. Вот. Ну, все вроде. Но потом и журналисты, и иностранные, и пришлось им отпустить, но дали понять, что, типа, ну, вам будет теперь тут сложно жить.
Хотя и даже без этого случая я понял, что мне однозначно тут не потому что опасно, потому что лично я для себя решил, что мне с этим обществом, как говорится, не по пути. Я не хочу жить в обществе, которое проповедует вот такие идеалы и ценности. Скажем так, вот. То есть все, разошлись, называется, пути дороги. Поэтому в любом случае я бы уезжал бы с России куда угодно. А будучи в заключении, даже, говорится, были мысли в Африку переехать, только не в России оставаться. Вот. Вы украинский гражданин. Сейчас да. А и самое интересное оказалось, что я и был им, просто я об этом не знал. Интересный момент биографии. На момент распада Советского Союза отец, военный летчик, дослуживал в Харьковской области, Купинский район. Вот. И на момент, собственно, распада мы, говорится, были как постоянные жители, еще год жили, да мы в 92-м только уехали. И вот по этому пункту, получается, у меня оставалось украинское гражданство, я просто об этом не знал. Вот. Ну, меня увезли в 10-классником. Вот. И когда встал вопрос, что надо уезжать куда угодно, супруга этот факт вспомнила, обратилась в украинское посольство в Москве, вот, подала документы, типа, не осталось ли что-то. И они подтвердили, да, у меня за мной осталось украинское гражданство. И, собственно, этот факт помог просто выехать оттуда. Потому что на момент, когда я вышел из колонии, загранпаспорт у меня был просроченный. Я уверен на 100%, что мне бы его бы не дали, не продлили, потому что вот, без загранпаспорта я бы не смог покинуть территорию. Но если только, как говорится, пробираться какими-то тропами, но это маловероятно. Вот вы говорите, что люди все понимают, что происходит в России. Им нравится жить так? Вот вы говорите о 1937 годе. Я думаю, что, наверное, нравится, если они выбирают для себя. То есть для них вот это ощущение какого-то там величия, которое они себе придумали, важнее, чем, как говорится, реальная жизнь. То есть пока у них, как говорят, телевизор побеждает холодильник. Вот. И, возможно, будет побеждать всегда, собственно, в 1937 году уже побеждал. То есть идея вот этой Великого Советского Союза побеждать. Что-то они видели, что людей забирают воронки черные. Все прекрасно все видели, все узнали. При этом рукоплескали вождю. То же самое. То есть, как я вижу, 100 лет прошло, вот это какая-то то ли память генетическая, то ли что. Они идут этим же путем. То есть, или это Сталин, или это Гитлер, то же самое. Они это выбирают. Я не знаю, нравится им, или это, может быть, они там через какую-то там боль или что-то выбирают, но это они искренне выбирают. И вот это самое страшное. Как я вижу, что если завтра, грубо говоря, там какие-то инопланетяне похитят руководство России, то население выберет себе еще больших людоедов. Мне почему-то так кажется. Вот что страшно. Вот сейчас в России окреп культ Иосифа Сталина, да? Вот, именно. Для чего это, на ваше мнение? Скажем так, он, как говорится, люди не знают истории, они не понимают, кто такой Иосиф Сталин и что он делал в 1937 году. Вот этот вариант, когда телевизор, говорится, побеждает холодильник, когда какие-то идеи в голове побеждают здравый смысл. То есть хочется быть великими. То есть ничего нет, но зато мы великие. Да, мы там в лаптях, зато мы в космос полетели. Не мы, а в смысле кто-то там, да, а остальные все в лаптях. Я не знаю, то есть это, конечно, их выбор, это их комплекс. Мне не понять, вот честно скажу, мне не понять, и поэтому, говорю, я для них чужой, и они для меня чужие. Вот как, разошлись вот полностью. И самое грустное, ладно бы люди без образования какие-то, мои, грубо говоря, одногруппники по вузу, я общаюсь, уже общался, скажем так, в интернете. Они искренне такие же ребята с высшим образованием, техническим, все понимающие. А вы с людьми общаетесь сейчас с Россией? Практически нет. Они с вами не хотят общаться? Я не хочу. То есть, скажем так, нету больше тем для общения. То есть я даже не знаю, о чем вообще с ними общаться. Вот просто. Буквально пару человек чисто по каким-то, по хобби, говорится, осталось из старых, говорится, знакомых. А вот так, не так давно списались с очень хорошим, можно сказать, был человек, мой хороший друг. Мы лет 15 назад на заводе на одном работали. После, оба ровесники. Говорится, через 15 минут разговора договорились до того, что, собственно, встретимся по разные стороны окопов. Вот так. Это бывшие друзья. То есть он для меня, говорится, зомби советский, я для него бандеровец. Вот все. То есть диалога просто не получается. Причем я-то понимаю, как говорится, почему они такие. Но я такое ощущение, что там, с той стороны, у них нету критического какого-то мышления. То ли они не понимают, что их зомбируют, то ли им это нравится, то ли вот что-то. Это уже разбираться, скажем так, специалистам, психиатрам, я не готов сказать. Вот. Но я вижу факт, что люди реально превратились в зомби.
Вот вы до переезда в Украине не были? Ну, скажем так, у меня детство прошло в Харьковской области. В Харьковской, так? Да, но это был Советский Союз еще. Это был Советский Союз, то есть до 92 года, где-то с 83-го, по-моему. Вы больше полугода уже живете в Украине, так? Получается, да, приехали мы. Что вы думаете о Украине? Я вижу, скажем так, вот сейчас... Ну да, вы видите, что очень как бы общество настроено против коррупции, так? Много о нем говорят. Вы же смотрите телевизор, Да, конечно, интернет конечно, украинский конечно. и так далее. Вот что вы думаете, да? Вот часто в России говорят, что Украина разлагается. Это вот по-английски это звучит failed state. Так? Вот ваше мнение. Ну, они говорят то же самое, что Советский Союз говорил, что Запад загнивает. Запад до сих пор загнивает, а Советский Союз канул в лету. Вот. Поэтому, что говорят в России, скажем так, можно не обращать внимания. То есть, вот. Что я лично вижу? Мне это могу сказать сразу, что мне это нравится. Вот большинству россиян это минус, а для меня я считаю, что это плюс. Сейчас скажу. А я вижу, что здесь как бы немножко 90-е годы, как было в России. Вот когда говорят, страшные 90-е. Я прекрасно помню, ну, мне было уже достаточно лет, мне там 15, 16, 90-е годы. Даже как? Ну да, получается больше, я студентом был. 90-е годы – это было время возможностей и для людей, и для государства выйти из этого порочного круга. Вот. И вот, как я сейчас вижу, Украина вот в 90-х годах, ну, в хорошем смысле слова, нет, конечно, есть и плохие стороны этих 90-х, но в хорошем это есть возможности. В России сейчас возможностей нет. Все, они вот провернули это колесо вот этой истории, и все, они пошли по пути, ну, собственно, там, 37-го года или там, ну, правда, ближе, похоже на Третий Рейх. Вот. А в Украине сейчас можно то, и есть то, говорится, есть будущее. Вот. Там будущего уже нет. Вы говорите, что там нету будущего. А, например, есть молодежь, да, вот в Украине мы все смотрели эти акции, да, с лозунгами «Он вам не Димон». Вот на молодежь есть надежда какая-то или нет? Этой молодежи, вот именно тех, Или я кто... по-другому сформулирую вопрос. Вот есть люди, которые думают по-другому и Есть. хотят другой страны, и сколько их? Есть. Может, 1%, может, 1,5%. По оптимистичным прогнозам, ну, моим, как я вижу, 2%. Это называется статистическая погрешность, которая не влияет ни на что совершенно. То есть это настолько исчезающий малый процент, что вот среди вот моего круга общения, ну, может быть, еще там, ну, один человек, я пытаюсь вспомнить, там, ну, я вот, грубо, там, человек 100 могу вспомнить, с кем, говорится, там, по работе, вот. Ну, может, 1-2 максимум. То есть это вот... От общего, да? Конечно. Вот. А вот еще интересный вопрос. Я вот. не в Москве в основном. Все. А не в Москве, да? А вот если мы говорим, вот как вы видите, например, деятельность той же Ксении Собчак ну, или Навального, да? Вот они альтернатива Путину или нет? Или не играют? Это, скажем так, это не то, что они играют, это... Как говорят, хороший полицейский, плохой полицейский. Это цирк. Почему это цирк? А почему вы не верите в них? Потому что, как говорится, как вот технарь и практик, я могу сказать вот простыми, понятными вещами. Если в России сажают за клики мышки, а тут человек вводит толпы, и он еще, говорится, не сидит, его еще не убили, не покалечили, нет, ну так не бывает. Просто так не бывает. Вот, при том, что людей, говорится, прессуют за гораздо меньше, вообще за незаметно. Ну, там, мои там эти Хорошо, перепосты... фонд Навального делает расследования, да, я некоторые видел, хорошие расследования, да, я в расследованиях проработал где-то 5 лет, да, вот, да, генпрокуроре. А тут, как говорит, ищи, кому выгодно, скажем так, вот. Это, скорее всего, такая хитрая игра, что вот если вы не хотите это, вы выберете эту. Но в любом случае это матрица. Какую бы таблетку ты не выбрал, ты все равно выберешь одну дорогу. А почему Владимир Путин дает им вот эту возможность высказываться, показывать? Вот, потому что, скорее всего, не видит опасности. То есть все, кто режиму опасен, или убиты, или сидят в тюрьме. А чем вы или были эмигрировали. опасны? Ну, наверное, само собой, я не для Москвы там был опасен, но для вот этого местечкового, тверского какого-то вот властного вот всего, вот, я был опасен тем, что они затрачивают огромные, наверное, силы, средства, чтобы вот это зомбировать, а я на пальцах объясняю, ребята, это все, ложки-то нету, как вот в той матрице, ложки, ну, это чепуха. Вот. Причем одно дело, когда это пишет какой-то студент, ну, которого можно там как-то переубедить, наверное, там запугать чем-то там. Вот. Другое дело, когда уже пишет человек с сформировавшейся позицией, и тут уже у них не было на меня никаких рычагов давления, кроме как, собственно, меня вот или посадить, или там убить, или что-то еще. То есть вы вот. Изнутри разлагали Конечно, общество, да? Я людям, вот таким же, как я, простым, показывал, что все это матрица, это все обман. Вот.
Вернется ли когда-нибудь Андрей Бубеев назад в Россию? Если Навряд вернется, ли. то когда? Навряд ли. Я не думаю, что общество, скажем так, вот, и люди там изменятся, но, может быть, пройдет лет 100, я не доживу. Вот. Судя по, скажем так, сейчас я вижу вектор, вот, направленный, как я говорю, сейчас пока еще не расстреливают, но, как говорится, к этому они придут. И поэтому, я же не самоубийца. И смысл, самое главное, вопрос не в личной безопасности, а я не хочу, скажем так, вообще, говорится, жить среди людей с такими, говорится, с такой системой ценностей, которые считают, что ограбить соседа – это нормально, а что? Хотим и берем, говорится, вот. Мы там сильно, если надо, говорится, мы там атомную бомбу какие-нибудь кинем. Они-то искренне, я говорю, это не какой-нибудь там совсем там колхозные какие-нибудь там алкоголики. Люди с высшим образованием, тут недавно вот буквально смотрел по интернету интервью Хазина. Михаил Хазин, довольно-таки известный экономист, причем достаточно он был такой оппозиционный. Он рассказывает, что да, чтобы Украину вернуть в наше русло, полмиллиона там бандеровцев, конечно, придется расстрелять. Он не шутит, скажем так. Вот. Если люди такого уровня это говорят, о чому річ? Дякуємо Андрію Бубєєву, російському політв'язню, який розповів про життя в Росії, а також мотиви, чому він переїхав і зараз перебуває в Україні і є українським громадянином. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже за півгодини і будемо розмовляти з економістом Володимиром Дубровським про Давоський економічний форум.